О самых заметных событиях понедельника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Папа предприниматель. Центр «Мой бизнес» вновь проводит образовательный курс для мужчин, которые занимаются бизнесом первый год или только планируют открыть свое дело. Какие условия участия? Зима начинается с Якутии. Фестиваль в разгаре. Сегодня стартовал конкурс «Вкус Якутии». Также выявляют лучших в создании ледовых и снежных скульптур. Расскажем подробности. Дню матери посвятили торжественное мероприятие в Нерюнгри. Конкурс «Мам» в этом году позволил прекрасным жительницам района продемонстрировать свои яркие таланты. Не увидеть, но почувствовать. Впервые в Театре оперы и балета показали спектакль с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения. Гордость республики. Якутянка Сандара Просимова стала чемпионкой международного турнира по 100-клеточным шашкам. С девушкой встретилась наш корреспондент. Глава Якутии Айсан Николаев дал поручение усилить работу по обеспечению промышленной безопасности на предприятиях региона. Сегодня утром на руднике «Удачный» произошел выброс метана. В результате взрыва пострадало 5 человек, 3 из них погибли. Глава принес свои искренние соболезнования семьям и близким погибших шахтеров. Им будет оказана вся необходимая помощь, сказал Айсан Николаев. По его словам, безопасность на предприятиях, на опасных производственных объектах республики необходимо серьезно усилить. Сейчас 2 пострадавших госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. В Удачный из Якутска вылетела бригада медиков во главе с главным хирургом республики. Тем временем карантин объявлен во всех школах Якутска. Так, с завтрашнего дня с 1 по 8 классы школы и учреждений доп. Образования столицы уходят на карантин на 10 дней в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Учащиеся 9-11 классов продолжают учебу в очном формате с рекомендацией масочного режима. Такое решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией города, сообщает начальник управления образования Якутска Мария Петрова. При этом ученики младшего и среднего звена продолжат получать знания с помощью дистанционных технологий, то есть по видеосвязи. Свыше 4000 нарушений и более 3000 актов реагирования в сфере ЖКХ обработала прокуратура республики за 10 месяцев текущего года. Сообщается, что прокуроры приняли меры по взаимодействию с властями республики. Это привело к тому, что в регионе финансово обеспечили мероприятия стоимостью порядка 5 миллиардов рублей. Также погасили 700 миллионов рублей коммунальных долгов, провели их перерасчеты на более чем 9 миллионов рублей, снизили количество бесхозных объектов более чем на 7 тысяч единиц. На начало ноября этого года прокуроры зафиксировали 1111 внеплановых отключений, около 1000 из них на объектах электроэнергии. 77 семей участников спецоперации получили материальную помощь на газификацию жилых домов. 199 человек вылетели к месту лечения военнослужащего. 380 бойцов и более 600 их родственников прошли реабилитацию. 163 родителя военнослужащих отправились на санаторно-курортное лечение. 17 ноября внесены изменения в порядок организации отдыха детей и их оздоровления, которые расширяют круг лиц, которым может быть оказана услуга санаторно-курортного лечения и оздоровления. Так, кроме детей военнослужащих, данной услугой могут воспользоваться их братья и сестры. Полнородным и неполнородным братьям и сестрам участников специальной военной операции, которые являются детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или своего единственного родителя. Безработные, а также предпенсионеры и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, осваивают новые профессии. Бесплатные краткосрочные курсы организованы по федеральному проекту содействия занятости. Так, в Якутском медколледже с сентября обучают профессии маникюра. В 3-й поток записались слушательницы из центральных улусов и Якутска. Их обучают уходу за ногтями. На рынке труда найти работу мастера по маникюру просто, поэтому желающих учиться азам этой профессии немало.
Курсы курируют специалисты Центра опережающей профподготовки. На сегодняшний день по данному проекту учебу проходит 255 слушателей. У нас ходит курс специалист маникюра. Мы обучаем, например, по наращиванию ногтей, по технологии маникюра. Там разные есть виды: аппаратный маникюр, гигиенический маникюр. Также у нас спа-маникюр. И все это входит на специалист маникюра. Мне кажется, очень востребованная профессия специалист маникюра. Каждая женщина, по-моему, мечтает об этом. Второй год подряд Центр «Мой бизнес» проводит образовательный курс «Папа-предприниматель» для мужчин, которые занимаются бизнесом первый год или только планируют открыть свое дело. Главным критерием отбора на курс является наличие хотя бы одного ребенка до 18 лет. Более 30 заявок рассмотрела комиссия Центра и выбрала 20 наиболее интересных и актуальных бизнес-планов, рассказывает Александр Хавренко. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений в нашей республике. Для начинающих предпринимателей существуют различные программы и меры поддержки, направленные на развитие собственного дела. Курс «Папа-предприниматель» – одна из таких мер. Мужчины, папы, в течение месяца мы собирали их заявки на участие в этом проекте. И, получив их заявки, мы смогли отобрать 20 лучших бизнес-проектов на участие в образовательном проекте «Папа-предприниматель». Проекты очень разные, охватывают различные сферы направлений развития экономики нашей республики, и это очень отрадно. Действительно, среди бизнес-идей, которые представили участники курса, и развитие туризма, и производство, и деятельность в сфере услуг. Начинающий предприниматель из Алдана Юрий Громов представил проект, связанный со строительством. Строительство, ремонт. На следующий год хочу уже оформиться как ИП, заняться строительством домов и других жилых, нежилых помещений с отцилиндрованного пиломатериала. Об этом курсе мне сказали знакомые, которые тоже пытались участвовать, но у них не получилось. Подал заявку, мне одобрили. По окончании курса все участники представят комиссии свои проекты с учетом полученных во время обучения знаний. После чего члены жюри выберут лучший проект, который получит главный приз – грант на 100 тысяч рублей на открытие или развитие бизнеса. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Хвостатый патруль, кинологи и их четвероногие напарники находятся на страже безопасности пассажиров аэропорта Якутск уже около 20 лет. В настоящее время в подразделении работают 7 специалистов с обученными собаками. В их обязанности входит обход территории аэропорта, работа на пунктах досмотра и в багажном отделении, в грузовом терминале, а по специальным запросам на борту воздушного судна. Кинологическая служба незаменима, ведь она ведет поиск и обнаружение взрывных устройств, веществ, занимается досмотром негабаритного груза и бесхозных вещей. При выборе породы служебных собак в приоритете кинологов аэропорта бельгийские овчарки. Они превосходят другие породы высоким уровнем работоспособности и концентрации. В процессе времени она может устать, да, и как-то отойти, если там другие породы имеются в виду, не скажу какие. Бельгийские овчарки, они могут работать очень долго, лишь бы им уделять внимание, с ними поиграть нужно. Юбилейный 10-й гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» стартовал сегодня в ресторанном комплексе «Мусхая». Мероприятие торжественно открыли. Участвуют 12 заведений общественного питания. Они представили свои гастрономические сеты, состоящие из традиционных и современных блюд якутской кухни, а также народов Крайнего Севера и Арктики. Принимают участие обладатели гран-при «Вкус Якутии» предыдущих лет, а также известные шеф-повара Якутии, Мурманска и Владивостока. В рамках фестиваля также проходят мастер-классы, дегустация национальных блюд, а также деловая программа с участием экспертов отрасли. Гастрономический фестиваль продлится до 3 декабря. Это одно из ключевых мероприятий фестиваля «Зима начинается с Якутии». У меня интересный салат с утиной грудкой, которая сезонная, в год 2 раза охотится. Из-за этого мы знаем только весной, например, встреча солнца, знаем, как будто только суп готовим, да, дома. А сейчас мы можем приготовить салаты, холодные закуски,
Вот, ну, тоже интересная подача, тоже интересно будет. А чуть ранее стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Конкурс проводит ежегодно, как часть фестиваля. Зима начинается с Якутии. Сегодня на площади Орджоникидзе провели блиц-турнир, где мастера изготовили скульптуры из льда. Подробнее в материале Даяны Федоровой. Блиц-турнир посвящен 8-м международным спортивным играм «Дети Азии». На конкурсе Якутию представляют 13 команд, 9 из районов республики и 4 команды из Якутска. Анна Савина участвует в этом конкурсе в 4-й раз. Она отметила, что у каждого мастера свой подход и техника в создании ледяных скульптур. Она с удовольствием делится творческим опытом с мастерами из других стран. В этом году мы взяли талисманы «Дети Азии», Бурундичка и Мамонтёка, которые несут факел Победы. С каждым годом организация и то, что мероприятия всегда дают толчок каждому мастеру, и уровень с каждым годом намного выше. На конкурс приехали участники и из других стран и регионов – Монголии, Тувы и Хабаровского края. Всего соревнуются 20 команд. Ирина Заславская участвует в подобных конкурсах регулярно. В 1999 году она впервые приняла участие на дальневосточном конкурсе ледяных скульптур и с тех пор признается, что полюбила лед. Я 2-й раз в Якутске. Мне очень понравилась и организация высокого уровня, и как другая планета. И люди очень открытые, добрые, очень талантливые. На этом конкурсе тема «Дети Азии». И наша скульптура называется «Зимний вальс». 2 на коньках танцуют прекрасный зимний вальс. Основными критериями конкурсных работ являются полнота и выразительность раскрытия темы, техника и мастерство обработки материала, степень законченности произведения. Международный конкурс будет проходить в несколько этапов в течение недели. С завтрашнего дня мы переходим в ледовый парк «Северное сияние». До 3 декабря они должны сделать и ледовые на тему «Мир будущего», и снежные работы на свободную тему. И мы победителя узнаем 3 декабря в центре имени Гагарина в 3 часа дня. По итогам конкурса победителей наградят кубками, памятными дипломами и денежными призами. Организаторы отметили, что ледовые скульптуры на площади Орджоникидзе простоят до марта включительно. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В Казани пройдет финал Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций. В этом году участие в финале примут 400 студентов из 60 регионов страны. Финалисты из Якутии вылетели в город Казань. Наш регион на премии в индивидуальных и коллективных номинациях представят 18 участников. Они покажут свои достижения по 11 номинациям. А в конкурсных испытаниях ребята пройдут специальное тестирование, кейсы, открытые уроки, ролевые игры и многое другое. А уже 30 ноября мы узнаем имена победителей, а также обладателя главной награды. Пожелаем удачи финалистам из Якутии. Совсем недавно в нашей республике проводился конкурс «Студент года», национальная премия 2023, в котором я принимал участие, и мне удалось стать обладателем диплома Гран-при по номинации «Представитель Совета обучающихся 2023». И сейчас мы, делегация в размере 18 человек, собираемся отправиться на всероссийский этап в город Казань, для того, чтобы показать, на что мы по-настоящему способны. В Мирном организовали праздничное мероприятие, посвященное 35-летию татаро-башкирской общины Тугантел. В атмосферу праздника погрузилась наш корреспондент Анна Васильева. Татаро-башкирская община Тугантел была самая первая община в дружной семье Мирнинской ассамблеи. Инициатором создания был Наиль Хайруллин. Сохранение традиций и культуры представителей 2 родственных народов, которые имеют общую многовековую историю, стало основой создания национальной общины. У нас татаро-башкиры здесь очень много. В те времена мы много работали на стройке. Дома построили, вот эти котельные построили. Вот. То есть строительством очень много работали, татаро-башкирские бригады были. Вот. Ну, и спортсмены наши. Вот. Киревики были спортсмены, котлеты были, по спорту, и художественной самодеятельности, в фестивалях выступали. Даже пришлось выступать в Московском Кремлевском дворце.
То есть мы развивали и духовно, и спортивно, и культурно, и, конечно, экономически. Для нашего района, города, значит, много трудились и до сих пор трудимся. В честь 35-летия общины все члены этой общественной организации принимали самые теплые поздравления. И, конечно, в этот праздник всех гостей подчевали вкусными национальными яствами, приготовленными руками активистов общины. Наши народы, они очень гостеприимные. Они любят принимать гостей, любят их угощать своими различными национальными блюдами. Конечно же, самое-самое, наверное, на столе – это у башкир бишбармак, что в дословном переводе означает «5 пальцев». Когда готовят мясо и большими крупными размерами нарезается лапша и подается на стол. Из десертов, конечно же, это чак-чак и бауырсак. В Мирный приезжали представители республик со всей страны, среди которых были и молодые ребята из Татарстана и Башкирии. Посланцы республик не забывали свой язык, традиции и обычаи. И все это в дальнейшем послужило основой создания ассамблеи. Анна Васильева, Мирный. Торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, прошло в Нерюнгри. Ставший уже традиционным, конкурс «Мам» в этом году позволил прекрасным жительницам района продемонстрировать свои яркие таланты. Подробности и итоги конкурса у Ивана Лазаренко. В День матери в Центре культуры и духовности города Нерюнгри царила по-настоящему уютная и домашняя атмосфера. Самые красивые и талантливые мамы района подарили праздник зрителям и собравшимся гостям. Конкурс «Мам», приуроченный к году педагога и наставника, собрал самых ярких представительниц этой профессии. 10 педагогов вместе с детьми принимают участие в нашем конкурсе, где они будут показывать не только свою профессию, защищать свою профессию, свою профессиональность, но и свои таланты, как они взаимодействуют со своими детьми, показывать все свои таланты, которые у них есть, и, соответственно, показать все свои наряды, которые у нее есть. Конкурс прошел в 2 этапа. На первом этапе мамы, их семьи и многочисленные группы поддержки рассказывали об увлечениях и образе жизни своей семьи, о своих достижениях и хобби. У нас семья вообще очень большая, но мы участвуем с Баженой. Я и младшая доченька Бажена. Мы подготовили рисунки. Это конкурс мастерицы. Мы подготовили все, чем мы занимаемся дома. Мы любим рисовать, мы любим рукоделием заниматься, вязать. Мы любим дома собирать совместно какие-то разные поделки, модельки. Да. Очень любим готовить. Вот с младшей доченькой мы готовили пирожки. Старшая у меня готовит торты. Сувениры и поделки, сделанные своими руками, кулинарные шедевры и национальные украшения – все это дело рук нерюнгринских мам, участниц конкурса. Мы на этот конкурс решили показать домашний уют, чтобы жюри и все остальные смогли попробовать домашнюю кухню, смогли прочитать, посмотреть те произведения, которые я лично сама читала, они здесь представлены вам. Но это, конечно, еще самая малая часть. А также мы заражены позитивом, мы идем с улыбкой, и мы готовы сражаться и победить. Праздник продолжился на сцене, где участницы конкурса представили свои видеопрезентации и приняли участие в спортивном флешмобе. А конкурсы «Шоу талантов» и «Семейная мода» показали, насколько талантливы и красивы нерюнгринские мамы и их дети. Несмотря на муки выбора, жюри приняло решение и подвело итоги конкурсной шоу-программы. Обладательницей гран-при конкурса стала музыкальный руководитель специального коррекционного детского сада номер 3 города Нерюнгри Раджана Жужаева. Хочу сказать благодарность своему коллективу, который меня поддерживал, своей бурятской автономии, особенно в Термедашевне, моей семье, моим детям, которые меня также поддерживали.
наряд мой. Это из моей деревни отправили, которые тоже побеспокоились. Спасибо им отдельно. Безусловно, все участницы заслуживают звания лучших, поэтому каждая мама была отмечена победительницей в разных номинациях. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Впервые в театре оперы и балета показали спектакль с тифлокомментированием для людей с нарушением зрения. В этом году театр выиграл грант благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» по программе «Особый взгляд», нацеленной на поддержку людей с нарушением зрения. Представили оперу Петра Чайковского и Иоланта в 2 действиях. Подробнее расскажет Тимур Колмогоров. Опера «Иоланта» рассказывает историю о одноименной незрячей девушке, живущей в королевстве Прованс. Она и не подозревает о своей слепоте и живет в закрытом мире, который создал для нее король Рене, отец Иоланты. По замыслу режиссера, основная идея оперы заключается во фразе «от тьмы к свету». В этой теме исследуется противоречие героев, конфликт внутреннего и внешнего «я», который был представлен на сцене с солистами оперы. Ну, во-первых, театр выиграл грант. В рамках этого гранта мы делаем показ, премьеру «Иоланты». «Иоланта» – гениальная опера Петра Ильича Чайковского. Его последняя опера, 10-я. Звучат деревянно-духовые инструменты, валторны, в низком регистре, на пиано, форта, спарсанда. Тифлоспектакли – довольно новое для России явление. Зрители такой постановки надевают наушники, а специалисты-тифлокомментаторы описывают все, что происходит на сцене. Эмоцию, мимику, костюмы, внешность и движение. Я думаю, это большое достижение, это большой шаг вперед, потому что это в образовательных целях, да, и плюс для незрячих, то есть открывает им большие границы, я думаю, и знакомит их с классической музыкой. И для нашего театра это тоже новшество, хорошее начинание. Как отметила тифлокомментатор оперы Евдокия Герасимова, по своему значению услуга тифлокомментирования идентична сурдопереводу и устраняет дискриминацию в отношении людей, имеющих нарушение зрения. Тем самым они помогают преодолеть информационные барьеры. Это очень здорово. Я очень рада, что теперь и мы, незрячие, слабовидящие инвалиды, благодаря нашей республиканской библиотеке для незрячих, есть возможность посещать театр оперы и балета, окунуться в культурную жизнь нашего города. Мы же не только физически, но ограничены, да, только мы еще не можем видеть, поэтому нам очень эти тифлопереводы очень нужны. До сегодняшнего момента такие сложные и красивые жанры, как опера и балет, были недоступны для незрячих. Но благодаря инициативе театра этот мир искусств был открыт для людей с нарушением зрения. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь о спорте. Якутянин Михаил Соснин выиграл гонку олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. На российских соревнованиях в Сыктывкаре лыжный гонщик из Алдана, мастер спорта России Михаил Соснин в гонке на 10 километров свободным стилем выиграл серебряную медаль у одного из сильнейших лыжников мира, олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Более того, в этой гонке якутянин уступил победителю Раулю Шакирзянову всего лишь 0,01 секунды. Но сегодня лыжные гонщики разыгрывают медали в классическом стиле и пробегут 15 километров. Но якутянка Сандара Абросимова стала чемпионкой международного турнира по стоклеточным шашкам. Он завершился в Китае. Всего приняли участие 42 шахматиста, среди которых 8 международных гроссмейстеров. С чемпионкой встретилась наш корреспондент. Сандара Абросимова в детстве часто играла в шашки с дедушкой и тетей. Сестра, заметив заинтересованность по поступлению в 1 класс, записала ее на кружок по шашкам. С него-то и началась ее профессиональная деятельность в качестве шашиста. В свои 17 лет Сандара является мастером спорта, а также членом сборной команды России. Мы тренируемся каждый день. Иногда бывают выходные. Но сейчас, так как я в 11 классе, пытаюсь посещать тренировки как могу. Мы начинаем с 4 и где-то до 6 или до 7 тренируемся. Также я сама тренируюсь дома. На разных уровнях соревнований участвую. Но еще не участвую на чемпионате мира.
На международном турнире Сандара сыграла 9 партий, в 5 из которых одержала победу. Она одолела мастеров спорта, 2 гроссмейстеров, камерунского Нджофанга и в последнем туре Джан Ю из Китая. В списке ее противников числились многократные чемпионы мира, с ними она сыграла в ничью. По словам директора шахматно-шашечного центра, данного результата не каждый профессиональный шашист способен достичь. У нас работают очень квалифицированные тренеры, как тренер Сандары, это Иван Олегович Павлов, он является старшим тренером среди детей республики и очень грамотным специалистом в своей области, поэтому благодаря таким детям, у которых большие таланты, таким тренерам, как Иван Олегович, и очень большой финансовой поддержки, потому что без финансовой поддержки все равно никак ни в соревновании, никуда, поддержки родителей, все это достигается, мне кажется так. Данный вид спорта в Якутии хорошо поддерживается. С каждым годом любителей шашек становится все больше. Так, республика может похвастаться 14 гроссмейстерами, чемпионами мира и большим количеством мастеров спорта. На сегодняшний день сезон подходит к своему завершению, но шашисты продолжают усердно тренироваться, чтобы показать наивысший результат на следующих соревнованиях. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.